История тюрков и славян России – это одна из самых искаженных историй, которую веками переписывали под себя разные правители. Документы, книги, газеты и рукописи, которые вы увидите в этом видеоролике, докажут украденную многовековую историю Тартарии. В V веке Римская империя заставила тюрков начать войну под начальством Аттилы. Тюрки одержали победу и поставили Европу на колени. Но спустя 200 лет Европа набралась сил и решила начать крестовые походы, вынудив тюрков снова дать отпор Европе. Король России Даниил Галицкий в XIII веке объединился с Золотой Ордой, чтобы разбить Польшу и Литву, а в итоге этот союз разбил половину Европы. В середине XIII века войско Золотой Орды под начальством Бурундая и войско русских славян под начальством Василька Романовича пошло громить европейцев. Больше об этом союзе ничего не известно, так как европейцы стерли из истории XIII век, в котором они стояли на коленях перед славянами России и тюрками Тартарии. Я сказал, что Даниил Галицкий является королем России, и я не сделал ошибку. Дело в том, что государства Русь никогда не было. Было государство, которое славяне называли Русия. Слово и государство Русь придумали немецкие ученые, когда создали нормандскую теорию. Но это всего лишь теория. А по факту в старых летописях пишут, что государство Великая Руссия. Также упоминают, что правители были всея Руси. Но государство было Руссия. Перед вами книга, которая хранится в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов. Данная книга была выпущена в 1570 году. В этой книге описывается Россия как Великая Московская империя. Поэтому если кто-то хочет сказать, что Русь, Россия и Московия – это разные понятия, пусть сначала выучит историю. Потому что Руссия, Россия и Московия – это единое государство. Также в этой библиотеке есть карта 1570 года, где Иван Грозный именуется как Великий император России, Московии и других регионов. В этой книге также описывается и Тартария. На карте 1516 года Россия и Тартария описываются как Великие империи. Официально считается, что это первая карта, на которой написана Россия. В энциклопедии Британика 1771 года Тартария разделена на 3 государства. Московская Тартария со столицей в Тобольске является самым большим государством в мире. Россия со столицей в Петербурге в 3 раза меньше, чем Московская Тартария. Тартария – это большая страна, которая находится в Азии. В ней живут татары астраханские, черкесские, дагестанские, татары-калмыки, узбеки и татары-тибетцы. В газете «Вашингтон Юнион» 13 февраля 1849 года есть следующая статья. Называется эта статья «A New Future». В этой статье идет перечисление 6 основных языков. Ими являются русский, германский, английский, французский, тартарский и итальянский. Тартарский язык является тюркским. Также у Тартарии был собственный флаг. Но дракон и сова – это не единственный флаг Тартарии. На флаге Малой Тартарии был изображен грифон. В описании я оставлю ссылки на редкие книги о Тартарии. В них вы найдете настоящую историю. Ну а теперь начнем с простого. Великая Тартария прежде называлась Скифией. Из этого региона появились гунны, которые под начальством Аттилы в V веке разорили Европу. Турки, которые основали Османскую империю. Моголы, которые захватили Персию и Индию. И маньчжуйцы, которые захватили Китай. В этой же книге упоминается, что Тамерлан умер в 1405 году, в то время, когда снаряжался присоединить Китай к обширным своим владениям. Также стоит упомянуть мамлюкский султанат. Под контролем тюрков был Египет, Судан, Мекка, Медина, Иерусалим, Иордания и другие регионы. Данная картина называется «Египетский поход Наполеона». Обратите внимание на шлемы тюрков. Мне они напомнили шлем Ивана Грозного. В диаметре этот шлем 19 сантиметров и является первым шлемом, который одел Иван Грозный, будучи несовершеннолетним. А это шишак князя Федора Мстиславского. На шлеме Александра Невского есть очень интересная надпись. В переводе эта надпись звучит так: «Аллах, нет божества кроме Него, вечно живого, вечно сущего, не властны над Ним ни дремота, ни сон. Мухаммад, раб и посланник Аллаха.
Согласитесь, странные надписи для представителей христианства, которые уничтожали мусульман. Но это так говорит официальная история. В генеральной истории Китая в книге 1730 года говорится следующее. В Китае правили тартары, у которых был свой язык и своя письменность. Третье издание энциклопедии Британика было выпущено в 1788 году, а переиздано в 1797 году. Тартария описывается как огромное государство, которое находится в Азии. Описываются реки, которые находятся в Тартарии. Это Дон, Волга, Яик, Ермь, Кама и другие реки. Основным языком Тартарии является тюркский язык. Также в этом издании хорошо описываются народы Тартарии. Это калмыки, татары, узбеки, башкиры, киргизы и другие народы, которые были известны в то время. Шестое издание энциклопедии Британика было выпущено в 1823 году. В нем также описывается государство Тартария. В этом издании также описываются города, народы и реки. Основная религия Тартарии – это магометанство, то есть ислам. Также встречается и языческая вера. Представители язычников называют себя ламами. 14-е издание энциклопедии Британика вышло в 1926 году, но государство Тартария уже отсутствует. Это государство было захвачено Российской империей, а вся память об этом государстве была уничтожена. Самой последней была уничтожена независимая Тартария. В большинстве своем это казахи и узбеки. Поэтому в Казахстане осталось большое количество свидетельств о том, что некогда Оренбург был ихним городом, а также о том, что существовало казахское ханство. Уничтожение Тартарии началось с войны 1812 года, когда под видом русско-французской войны были порабощены славяне и тюрки. Приведу еще один пример из газеты. В ней описывается, что легионы Тартарии начали разрушать страну и уничтожали города в огне. Они не пощадили даже святую Москву. Историки не могут сказать, кто на самом деле поджег Москву. Либо французы, либо русские. Но на самом деле это были тюрки. Они понимали, что Москва будет захвачена, и поэтому сожгли ее. На фотографиях видно, что независимая Тартария, или как ее называют казахское ханство, было духовно развитым государством. Но абсолютное большинство построек на территории Казахстана было разрушено. Но не все так просто. Мировые правители создают планы на 50, 100 и 200 лет вперед. Уничтожение Тартарии – это план, который был рассчитан на 200 лет. Началось уничтожение в 1725 году, а закончилось в 1860 году, опередив свой срок. Петр I подготовил план по уничтожению Тартарии, Османской империи и Крымского ханства. Венский союз был заключен через год после смерти Петра I. По этому союзу первой была уничтожена Малая Тартария, нам она известна как Крымское ханство. После Крымской войны была уничтожена Великая Тартария. В последнем пункте Венского союза было уничтожение Османской империи. Османская империя была уничтожена в 1922 году. Я рекомендую вам прочитать акт Конгресса Вены от 1815 года. В этом акте предусмотрено разделение границ так, чтобы это устроило основных правителей. При этом свободно разрешалось уничтожать людей, которые поднимали национальные движения или их взгляды отличались от планов правителей. Рассказывая историю Тартарии, возникает логический вопрос: а где же делись русские? Перед вами всемирная история 1832 года. В IV веке территорией России владело несколько племен. Ходят слухи о том, что в X веке Россия получила христианство. Русское население было под покровительством тюрков. В XV веке Иван Васильевич III выводит империю из подчинения татарам и объединяет великое государство под единой монархией. Примерно до 1490 года Россия была разделена между татарами и славянами. Иван III собрал воедино это государство и стал единым правителем. На карте Речи Посполитой 1697 года европейцы наносят границы независимой Петровской России, но при этом в Речи Посполитой также существует несколько русских княжеств. Такие города, как Смоленск и Полоцк, входят в единое русское княжество, которое называется Руссия-Альба, то есть Россия Белая, и занимает значительную часть Речи Посполитой. Внизу карты находится еще одна Россия, которая нам известна как Руссия-Рубра, то есть Рыжая Россия. В княжестве Руссия-Рубра столицей является город Леополис, он же Львов. На европейской карте 1705 года становится все еще интересней. Руссия-Альба превращается в Руссия-Литуания,
и занимает еще большую территорию. Это русское княжество, где говорят на русском языке. Там, где находится город Леополис, он же Львов, подписано, что это русская часть. Далее мы видим надпись «Руссия Роуг», «Россия рыжая» или «Россия красная». Вот это государство Руссия Роуг является Пайс де Козак, то есть страна казаков. Получается, что Красная Россия – это страна казаков. В будущем эту страну назовут Украина, которая поддержит нормандскую теорию происхождения. На карте 1632 года данное государство подписано на латинском как Руссия ou Московия, то есть Россия или Московия. На карте 1493 года вы также найдете Россию, которая еще не должно было существовать в это время. В 1519 году в княжестве Литовском вышла Библия русская, напечатанная на русском языке. Хотя официально России русского языка еще не было, был славянский язык. Но официальную историю России писали немцы, которые были заинтересованы в искажении истории. Издателем Библии русской был Франциск Скорина, и, как вы понимаете, книга прошла цензуру Великого княжества Литовского, а значит, ошибок быть не может. Автор регулярно в этой Библии упоминает, что он пишет на русском языке и переводит текст на русский язык. Я на этом акцентируюсь, потому что многие считают, что в книге украинский или белорусский язык, но на самом деле в книге старый русский язык. Начинается она предисловием доктора Франциска Скорины с Полоцка во всю Библию русского языка. Далее он пишет, что Библия греческим языком по-русски сказывается книга. Автор регулярно указывает, что он пишет по-русски и переводит на русский язык. Поэтому споры о том, что здесь белорусский или украинский язык, просто смешны. Россия есть и на каталонском атласе 1375 года. То, что является официальной историей России, это миф, который основан на реальных событиях. Этот миф писали германцы Священной Римской империи, чтобы славяне и тюрки никогда не узнали свою историю. Ломоносов являлся единственным русским человеком в Императорской академии наук. После того, как он написал историю России на основе древних рукописей и книг, научное сообщество и церковь подали на него жалобу. Православная церковь требовала сожжения Ломоносова. Обвинение Шлёцера было в том, что Ломоносов писал историю на основе русских рукописей, а не германской истории. Всемирная известность Ломоносова спасла ему жизнь, его помиловали, но все древние рукописи и книги были уничтожены церковью и германцами. И главный вопрос – почему? Я вам постараюсь дать ответы. В библиотеке Конгресса Соединенных Штатов хранятся газеты. В Александрийской газете 28 мая 1816 года есть статья о том, что население в Риме падает. Рим захвачен татарами, которые одеты в черное пальто и у них черные глаза. Эти татары ездят на лошадях и являются пастухами. Этими татарами были черкесы, которые использовали Рим как пастбище для животных. И вам, наверное, интересно, откуда они появились в Риме. Во-первых, Османская империя регулярно захватывала новые территории. Во-вторых, Россия в 1760 году совершила рейд на Берлин. И во главе черкесов был Емельян Пугачев. Это был черкесский казак, но об этом я расскажу в другом видео. Александр Сергеевич Пушкин пишет в описании пугачевского бунта о том, что граф Тотлебен в Берлине увидел, что Пугачев похож на наследника трона, и предложил ему устроить переворот. Поэтому неудивительно, что в Европе было много тюрков. Обращаясь снова в энциклопедию Британика, мы находим моголов, которые являются тартарами и говорят на тюркском языке. Примером моголов служит Мирза Мухаммед Хайдар. Он является тюрком и могольским наместником Кашмира. Британика до того, как вычеркнуть Тартарию и тюрков из истории, описала их как очень великих завоевателей. По истории тюрки правили Индией, Ираном, Афганистаном, Россией, Китаем, Пакистаном, Египтом, Суданом, Аравийским полуостровом, Турцией, Европейской Турцией и другими государствами. В 1500-х годах Ричард Хаклит написал книгу, в которую вошли сведения английских послов. В его книге есть очень интересная информация о Сибири. В его книге на 405 странице начинается описание регионов, людей и рек, лежащих на севере и востоке от Московии. Поднимаясь от замка на реке Оби к реке Иртыш, туда, где входит река Соса, 3 месяца пути. В этих местах 2 крепости, которые называются Джером и Тюмень. Принадлежат они князю Югорскому. Недалеко от реки Печора находится крепость Попин, или Попиновгород, жители которого называют себя Попини. Их язык отличается от московского, но внешне они не отличаются от московитян. Народ Попини – это коми-пермяки.
Но самое интересное это то, что книга была написана спустя 3 года после смерти казака Ермака, но о нем тогда в России никто ничего не знал, потому что в русской истории того времени Ермака еще не было. Дальше в переводе говорится следующее. Жители большей части Сибири не считали себя русскими, но подчинялись законам России, как и русские. То есть перед нами реальный переходный процесс, когда татары, карелы, коми-пермяки и другие народы становились русскоязычными, но при этом каждый народ имел свое название и не считал себя русским. В президентской библиотеке России есть книга, которая была выпущена в 1777 году. Редкое и достопамятное известие о бывшей из России в Великую Татарию экспедиции. Великая Татария – это и есть та самая Великая Тартария. До того, как был заключен Венский союз Римской и Российской империй, в книге описывается истинная цель визита русских в Татарию. И потому в 1716 году отправлен князь в Хиву и Бухарию, чтобы остановиться в Бухарии и послать в разведку надежных людей, чтобы узнать, в какой реке находится много золота, а также узнать о коммерческих делах Татарии с Индией и как они торгуют по суше и по воде. Перейдя на страницу 17, мы видим такую же ситуацию. Чтобы он отправил от себя через персидское государство в Индию человека надежного и знающего тамошние языки, чтобы этот человек хорошо узнал о тамошних местах, а особенно о тех местах и реках, где достают золото. Перейдя на 28-ю страницу, мы найдем более интересную информацию. Вывоз от азиатцев золота и серебра с 1748 года начался. На 31-й странице по пунктам разложено то, что нашли в Татарии. Гора Баякала – это богатая гора, потому что в ней находится много медных и железных руд. Также есть слухи о том, что там есть золотые и серебряные руды. Также там находится много леса, и в этой горе есть пещера, в которой есть озеро, в котором живет небольшая птичка особого рода. В 3-м пункте указывают горы Кукчинские. В них много меди и железа, и есть иногда серебро. Возле этих гор находится множество озер, пресных и соленых, а также находится много леса. Российская империя захватила Тартарию для того, чтобы оттуда вывозить полезные ископаемые. Московская Тартария, которая является сибирским ханством, превращается в Татарию российскую. За счет наступления китайцев сокращается и китайская Тартария. После смерти Ломоносова пропадают все старые русские рукописи, в которых была подлинная история. Оставшиеся европейские источники способны показать только частичную историю. Так, на карте 1493 года Россия находится на территории Петербурга и Москвы. На карте 1628 года Россия и Московия – это единая империя, которая наступает на Европу. Тюрки Тартарии и славяне России были всегда братскими народами. Мамай отправил свои войска в 1359 году в Литву, чтобы освободить митрополита Алексия, потому что русскими должен править русский. В 1363 году Мамай выдал ярлык на Великое княжение малолетнему московскому князю Дмитрию. В 1370 году Мамай передал Великое княжение Михаилу Тверскому, но уже через 1 год, в 1371 году, Дмитрий приехал в Золотую Орду и на коленях просил вернуть княжение. Хан Мухаммед Булак выдал ему ярлык на Великое княжение. Спустя 3 года Дмитрий отблагодарил Мамая и Булака войной и в 1380 году объединил все русские войска на Куликовом поле. Это была первая благодарность русских за то, что тюрки им помогли создать независимое государство. При том, что с 1200-х годов тюрки всегда помогали славянам России в войне против Европы.